Всем привет! И это передача «Готовим вкусно». И с вами я, Маргарита Макарова. Сегодня своими любимыми рецептами с нами поделится удивительная Анастасия Корякина. Привет, Рита! Приветствую всех телезрителей. Большое спасибо, что пригласила меня сегодня в эту студию. Рада быть с вами сегодня. Анастасия Корякина – младший научный сотрудник Академии наук Республики Саха-Якутия, изучает социально-экономическое развитие республики и пишет кандидатскую диссертацию на тему развития туризма, является вице-президентом Федерации парашютного спорта, совершила более 60 прыжков с парашютом. В свободное время она увлекается горнолыжным спортом, йогой, вместе с мужем, кстати, тоже парашютистом, воспитывает 3-летнего сына и готовит для них. Просто обожает. Настя, мне очень интересно, что же мы сегодня будем готовить? Рита, я как мама, работающая мама и жена, конечно же, озабочена такими вопросами, как успеть все, приготовить что-то быстро, но при том, чтобы это было полезно, вкусно и постараться угодить всем членам семьи. Поэтому сегодня я предлагаю нам приготовить очень простые, но интересные блюда. Это запеканка картофельная с фрикадельками. На закуску мы сделаем овощной салат и творожные лепешки с сыром. Как интересно. Так, это у нас на закусочку пойдут, да, лепешки. Так что с чего мы начнем? Предлагаю, наверное, с запеканки. Да, как правило, я начинаю с самого длительного процесса. Мы почистим картошку, отварим ее немножко. Кстати, вот для запеканки это такой небольшой лайфхак. Чтобы картошечка хорошо пропеклась и чтобы ускорить процесс приготовления, я обычно немножечко отвариваю картошку, буквально до полуготовности, и тогда точно не будет таких вот непропеченных сухих краешков у запеканки. Поэтому с этого и начнем. Сейчас, кстати, наша плита нагревается, наша духовочка 200 градусов. Вот. И пока мы тут готовим, там тоже идет такой некий процесс. Поэтому начинаем с картошечки. Да? Да, давай мы приступим к очистке. Расскажи, пожалуйста, о своей деятельности. Я знаю, что ты занимаешься наукой с 2013 года. Как вдруг ты решилась там оказаться? С 2013 года я работаю в Академии наук Республики, но мой путь в науку был долг, и на самом деле именно к научной деятельности я пришла только недавно, примерно год назад. Вообще я начинала свою трудовую деятельность в качестве журналиста, и, наверное, как и многие, долго не могла определиться, кем же мне стать. Все-таки журналистика меня привлекла тем, что приходится общаться с массой интересных людей, общаясь с ними, ты принимаешь что-то новое для себя, учишься чему-то. Так я работала в различных изданиях республиканских. Я знаю, твои коллеги по секрету мне рассказали о том, что, несмотря на свой юный возраст, ты писала как достаточно такой, ну, прям профессионал своей деятельности. И прям многие твои коллеги мне передавали, что очень-очень здорово. То есть очень жаль, что ты ушла из журналистики, и было очень грустно. Приятно слышать это от коллег. Не считаю их бывшими коллегами, потому что, будучи сотрудником Академии наук, я как раз-таки работала со средствами массовой информации. Мы организовывали различные пресс-конференции, работали над позиционированием вообще научной отрасли в республике, над ее положительным имиджем. Это тоже было очень интересно. И в процессе работы, глядя на своих коллег, я поняла, что мне тоже хочется созидать и делать что-то, то есть производить какой-то продукт или приносить какую-то пользу обществу и нашей республике в частности. Я знаю, что ты сейчас пишешь диссертацию. Да, я решила связать свою научную деятельность с экономикой, поскольку мое высшее образование это по специальности экономика. И было очень интересно выбрать отрасль туризма, потому что это сейчас очень динамично развивающаяся отрасль экономики, которая, я уверена, может стать одной из основных и действительно развить нашу республику и поспособствовать тому, чтобы была у нас сформирована хорошая, качественная инфраструктура, и
о республике узнали во всем мире. А с какими сложностями ты столкнулась, вот только-только вступая, так скажем, в науку? В первую очередь, мне кажется, надо было определиться с отраслью, вообще чем заниматься. И я думаю, что наука, она требует какой-то самоотверженности, потому что тут, я думаю, не получится так поработать годик-два, потом переметнуться куда-то еще, поменять деятельность. То есть нужно четко осознавать, что ты имеешь свою цель, какая она и к чему ты должен прийти. Было не просто определиться с отраслью, куда идти, потому что я человек разносторонний, и мне всегда интересно что-то новое. И когда я определялась, что я буду писать диссертацию по экономике, я осознавала, что это на ближайшие 5-10 лет моя главная цель в жизни. Вот мы уже почистили нашу картошку, почистили лук. Лайфхак для хозяюшек. Если, допустим, вы не хотите, чтобы у вас слезились глаза, вы можете отправить лук в морозилку на несколько минуточек и, собственно, потом начать резать. Либо, как мы знаем, народное средство – это ножик, который мы, собственно, берем, сначала предварительно окунаем в холодную водичку и начинаем резать. Так что вот, собственно, мы проделали некие манипуляции и начнем, пожалуй, резать. Мне вот хотелось дальше уточнить, как ты все успеваешь и наукой заниматься, и у тебя еще и ребенок есть, еще и готовить надо. Ну, секрет прост, как все успевать. Не успевать ничего. Или успевать что-то одно. Мне кажется, большинство молодых мам сталкивается с такой проблемой, как, вернее, это даже не проблема, а такая задача, как реализовать себя и в карьере, или в учебе, и в домашних делах, так скажем, чтобы быть хорошей мамой, хорошей женой. Мне кажется, здесь надо сосредотачиваться на чем-то одном. Мы картошку режем не крупно, буквально на половинке. Ага, хорошо. А потом ее нам надо будет разрезать. Да. Сейчас мы картошку разрезаем буквально на половинке, чтобы картофель у нас сварился чуть побыстрее. Ну да, это такой лайфхак есть. Мелкие картофелины можно и вовсе не резать. А я уж порезала. Ну ничего, Так, наверняка. быстрее будет. Итак, мы отправляем вариться наш картофель. И как все успевающие, все могущие женщины, мамы, начинаем готовить начинку нашей запеканки. Сейчас мы обжарим немножечко лук с фрикадельками. Мы нагреем сковородку. Мне лук мелко резать? Да, можно мелко, Хорошо. помельче. Сейчас попробуем еще мельче. Вот эти вот всякие лайфхаки есть для того, чтобы этот лук резать. Я, например, режу его вот так. Я точно так же. Да, некоторые, допустим, втыкают вилку и начинают по вилке резать. Потому что достаточно сложно вот эти вот боковые стороны нарезать лука. Мне кажется, когда хороший нож, то без проблем лук режется. Вот для тебя что показатель хорошей хозяйки? Вот ты заходишь в кухню, допустим, к подружке и сразу такая оп. На что смотришь в первую очередь? Я всегда обращаю внимание на чистоту. Не скажу, что я считаю, что необходимо содержать какую-то стерильную чистоту в доме, и в том числе на кухне. Но просто когда не катается пыль клубами, Уже хорошо. уже хорошо, да. Ну, по крайней мере, я себе такие цели ставлю. Грязи не видно, и ладно. Или, допустим, гости идут, и ты все по шкафам, вот так вот запихиваешь быстро, и все чисто. Кстати, Но никто не знает. Кстати, мой муж очень радуется, когда к нам приходят в гости мои подружки, потому что я всегда вылизываю дом гостям. И он говорит: девчонки, приходите почаще. Как ты думаешь, каково быть женщиной в современном мире? Все же меняется, все совсем другое. Женщина тоже уже должна работать. Ну, не то чтобы должна, если хочет работать, если не хочет, не работает, да? Ну вот чаще всего сейчас я вижу, как женщины активизировались, они стали ярче, мощнее, активнее, и это так здорово. Вот что ты думаешь, каково быть женщиной в современном мире? Я очень рада, что я живу именно в настоящее время. Так, у нас тут уже вовсю горит, так Да, что мы давай уже разогрели сковородку и теперь можем обжарить лук.
что касается твоего вопроса, лично мне очень нравится жить в нашем современном мире. Я очень рада, что я родилась не во время какого-нибудь домостроя, потому что сейчас все-таки, по крайней мере в нашей стране, женщина, она действительно имеет те же права, что и мужчина. И мы действительно можем говорить о каком-то равноправии. Если современные российские женщины могут получать высшее образование, голосовать и работать, тем не менее, конечно же, мне кажется, все женщины чувствуют некую такую несправедливость. Вот буквально недавно я в интернете увидела такую картинку. Она была юмористическая. Я сначала посмеялась, но потом мне стало немножечко грустно. Значит, на этой картинке была изображена беговая дорожка с легкоатлетами. Но только легкоатлеты были в виде таких офисных сотрудников. Мужчины бежали по ровненькой дорожке, свободной, а у женщин на пути были, значит, гладильные доски, посудомоечные машины. Хорошо, кстати, если есть посудомоечная машина. Это очень хорошо. Дети, пеленки и так далее. И женщина должна, преодолевая этот кросс на пути к своему успеху, преодолевать действительно вот эти вот, не то чтобы препятствия, но мы должны справляться и с тем, и с этим. И мне кажется, некоторые из нас действительно сталкиваются с тем, что общество диктует, что нужно делать, как нужно делать, когда нужно делать. Я размышляла о современном феминизме и нужен ли он вообще. Сначала я думала, что, наверное, в нашей стране феминизм, он как бы не актуален. Он нужен для каких-то стран третьего мира, где женщины действительно пока что существуют на правах рабовладельческого строя. Однако, я думаю, что современные женщины и в нашем развитом государстве тоже имеют ряд проблем. В Инстаграме, в интернете очень популярны такие флешмобы, когда женщины делятся с проблемами, которые у них были в семье, с мужьями или даже с родителями. К сожалению, этот буллинг, он действительно существует. Я, например, думаю о том, да, что каждая девушка имеет возможность выбирать точно так же, как и каждый мужчина. И, допустим, к нам в студию приходят мужчины, которые потрясающе готовят. К нам приходят женщины, которые потрясающе готовят. И мне кажется, самое главное в жизни делать то, что тебе нравится. Вот нравится, нужно делать. Ну да, я с тобой согласна, и мне кажется еще важным не загонять самого себя в рамки. Конечно, в течение жизни общество или люди, или родственники, или коллеги, даже друзья могут диктовать тебе, что тебе нужно делать, когда тебе рожать второго, работать ли тебе, и сколько тебе работать, сколько ты должен зарабатывать денег, где ты должен отдыхать, какую одежду носить. Конечно, многих это очень сильно трогает, но в первую очередь нужно быть самодостаточным человеком и прежде всего для себя самого определить, чего ты хочешь в жизни, для чего тебе это нужно. И если твоя вера в этом непоколебима, то надо действительно реализоваться в этом плане. Ну, я за то, чтобы реализовывать себя. Мне кажется, это очень важно, как для матери. И пусть там будут какие-то впереди, конечно же, преграды, вот как ты вот описывал. Но мне кажется, если быт устроен очень грамотно, то, в принципе, вы помогаете друг другу, и у всех людей в отношениях все прекрасно получится. А как вот у тебя быт выстроен? Вот расскажи. Мне очень повезло с мужем, потому что наша семейная жизнь построена на партнерских взаимоотношениях, и мы стараемся во всем друг друга поддерживать. К счастью, мой муж не диктует мне, что к его приходу обязательно должен быть ужин, или чтобы вся посуда сверкала, или чтобы дома был идеальный порядок. Нет. То есть он понимает, что я тоже работаю. У нас есть ребенок, и этот ребенок ничуть не больше мой, чем его. То есть мы оба родители 50 на 50, и я считаю, что родители должны равноценно делить обязанности по воспитанию ребенка, и в том числе и по домашним обязанностям, потому что мы оба работаем, мы оба приносим доход в семейный бюджет, и мне кажется, здесь у нас должно быть равноправие. Но, конечно же, чаще готовлю я дома. Однако, если, скажем, у меня нет времени или я не успеваю, Александр, мой супруг, запросто может приготовить от блинов до супа, все что угодно.
Ну и, конечно же, они с сыном очень хорошо мне помогают с уборкой. Мы живем в частном доме, поэтому у нас как бы такое негласное разделение. Все, что за пределами дома, там гараж, участок, сам дом, это все прерогатива моего мужа. А внутри как бы уборкой занимаюсь больше я, конечно. Ну, такое классическое разделение обязанностей. Давай я что-нибудь уже тоже начну делать. Да, давай, мы с тобой так хорошо Увлеклись, болтаем. да, Я проверю картошку, она еще твердовата, поэтому пускай пока поварится. Я предлагаю приступить к приготовлению наших лепешек. Так, это сырные лепешки. Да, сырные лепешки. Можно начать тереть сыр. Мгм. Это я люблю. Это я люблю, да. Все смеются, как я это делаю, но Я я, думаю, мы люблю это делать. Используем где-то вот половинку. Кстати, вот морозилка – это просто удивительная вещь, потому что если, допустим, вы вытащили сыр, например, опять же лайфхак для хозяюшек, вы вытащили сыр и вдруг убежали куда-нибудь, а потом приходите, и он такой стал, знаете, вот мягкий такой бывает, а вам нужно его срочно натереть, и вы начинаете возить вот эти подтерки, зачем это делать? Нужно положить в морозилку на несколько минут, все это застынет снова и, собственно, начинать тереть, как мы сейчас это будем Классная делать. идея, спасибо. Я тоже возьму себе на вооружение. А я тем временем возьмусь за творог. Мне вот интересно, допустим, если тереть, вот какую ты хочешь выбрать В сторону? принципе, без то разницы. без разницы. Мы потом будем эти лепешки жарить, поэтому он все равно растает. Передай мне, пожалуйста, вилку. Так, как же твой супруг относится к тому, что ты прыгаешь с парашютом? Ради справедливости стоит сказать, упомянуть, что мы с ним познакомились вообще на аэродроме. Ничего себе. И прежде чем мы стали супругами, мы были долгое время друзьями. Потому что, когда я пришла в парашютный клуб, он уже долго и успешно прыгал. Он является и инструктором, помимо своей основной работы. Познакомились мы на прыжках с парашютом. И мы с тобой тоже познакомились там. Да. Кстати, мой самый первый прыжок с парашютом и последний, вот, потому что больше я не рискну этого делать. Настя мне помогала своей инструкцией предварительной перед, собственно, выпадением из самолета. Ну, скажем так, не инструкция, а скорее просто Поддержка. моральной поддержкой, да. Потому что я хоть и не инструктор, но как спортсмен всегда старалась немножко подбодрить так называемых перворазников, тех людей, которые приходят прыгать с парашютом в первый раз, потому что все мы, парашютисты, понимаем, насколько это боязно, страшно, волнительно. И стараемся немножечко так расслабить обстановку, добавить немножечко юмора, так поболтать, рассказать историю. Я думаю, что это немножечко помогает, да? Вот как ты сочетаешь себе научного деятеля, да, собственно, который вот продвигает науку в Якутии, девушку-парашютистку, активную мамочку, я знаю, что ты еще и йогой занималась. Как ты в себе сочетаешь этот коктейль? Как ты это делаешь? Да, честно сказать, я сама не знаю. Я еще раз повторю, что я ничего не успеваю. И постоянно приходится делать выбор между чем-то. Например, между тем, чтобы провести время там, на горнолыжной базе или, например, встретиться с друзьями. Ну, конечно, стараюсь друзей привлекать на ту же горнолыжку. Ну, не знаю, как получается. А сколько у тебя было уже прыжков? Около 70. Надо посмотреть в парашютную книжку. И говорят, что самый страшный прыжок даже не первый, а второй. Да, это правда, действительно так. Когда ты приходишь прыгать в первый раз, ты не знаешь, что тебя ожидает. Ты в какой-то такой прострации находишься, тебе, да, страшно, ты осознаешь, что тебе надо выпрыгнуть из нормально летящего самолета с высоты примерно километр. Но как это будет, что ты ощутишь при этом, ты понятия не имеешь. А вот после первого прыжка, если ты решишь сделать еще один, ты уже знаешь, что тебе будет быть потоки ветра в лицо, что это будет страшно, что сердце будет бешено колотиться. Это вдвойне страшнее. Но, тем не менее, ты ощущаешь такой бешеный прилив адреналина и энергии, что это заставляет тебя выходить за адреналином еще и еще. Я думаю, что как раз-таки экстремальные виды спорта и вообще, в общем, спорт
он позволяет немножечко расширить наши границы, наше сознание и поверить в то, что мы способны чуточку больше сделать, чем просто заниматься работой и домом. Ну да, допустим, я стараюсь заниматься спортом, но я очень люблю бегать. И я когда пробегу там дистанцию, допустим, я проснусь и поставлю себе там 5 километров, допустим. Я чуть-чуть так побегаю, ну, конечно, это не экстремальный вид спорта, но все равно. И вот, и ты пробежала эти 5 километров и думаешь, как же хорошо. И начинаешь в себя верить, и вот идешь на следующий день на работу и думаешь, так, давайте мне еще передать сюда еще Это что-нибудь. действительно еще так. что-нибудь. Когда ты делаешь что-то и чувствуешь в этом какое-то удовлетворение, тебе хочется еще и еще. Мне кажется, так и в работе, так и в отношениях, и в хобби, да и вообще в жизни. Мне кажется, когда ты просто сидишь на диване и думаешь о том, что вот, наверное, хорошо было бы пойти там в театр, или там встретиться с друзьями, или там научиться кататься на лыжах, или освоить другой, любой навык. Вот ты сидишь на диване и ничего не делаешь. Но тем не менее, стоит тебе сделать еще один шаг вперед, и перед тобой открывается еще одна дверь, а за этой дверью еще несколько дверей. И ты никогда не знаешь, каких людей ты там повстречаешь, и какие возможности тебе это принесет. Так что однозначно рисковать надо. Из разговора с тобой я поняла, что тебя манит неизвестность. Да. Вот тебе прям нравится неизвестность, тебе ее хочется разгадать. Вот даже с этими прыжками с парашютом ты вот не знаешь, потом прыгаешь, а потом еще больше не знаешь, что же будет. И вот откуда в тебе это, как ты думаешь? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, но, наверное, это, как и все мы, это из детства, да? Нас с братом родители воспитывали в какой-то такой полной свободе. Мы всегда были свободны в своих решениях, в своих действиях. И главное, чтобы это было не опасно физически для жизни и не вредило окружающим людям. Поэтому хочешь прыгать с парашютом? Хорошо, иди. Хочешь Это же опасно. Но это не опасно. Это не опаснее, чем идти по улице, потому что риск быть сбитой автомобилем точно такой же, даже выше, я думаю. Тем более парашютный спорт, он относится к одним из самых безопасных видов спорта. Кроме того, наши инструктора уделяют очень серьезное внимание подготовке и техническому осмотру всей техники, всего оборудования. Существуют страхующие приборы, запасной парашют, так что это надо, конечно, потрудиться, чтобы Что-то пошло не так. что-то пошло не так, да. Кто же сейчас отправился в гипермаркет Айгуль за очередными интересными покупками? Давайте же посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Наталья Олесова. Часто я в жизни сталкиваюсь с тем, что меня спрашивают, чем я питаюсь. Может быть, я вообще ничего не ем. На самом деле это не так. Я хочу с вами сегодня поделиться своим ежедневным рационом и что у меня есть в холодильнике каждый день. Итак, я начну с своего завтрака. Мой завтрак обязательно должен быть полезным и вкусным. Я вам предлагаю всегда начать с молочных продуктов, да? Йогурт, творог и заправить его молоком. В моем случае я люблю обезжиренный йогурт и без сахара. В течение дня я, как в первую очередь мама и человек активный, пытающийся успеть везде, могу в торопях перекусить. И это может быть именно сырок. Здорово нас выручают полуфабрикаты. Например, мы можем приготовить на воде пельмени, далее поставить в мантоварку манты, да? Либо просто взять и положить на фольгу без растительного масла, без ничего, полуфабрикат из котлет, бифштексов различных и прожарить на духовке где-то на минут 40, просто поставить и вытащить. Рис, он у меня используется для плова, я его замачиваю заранее за 2 часа
и он получается у меня рассыпчатый. Так, ну и обязательно у меня должна быть гречка. Гречку я люблю переваренную немножко. И добавляю в него сливочное масло. Супчик мы очень любим гороховый. Его замачиваю я на ночь. Либо если тороплюсь и как бы резко захотелось горохового супа, можно немножко добавить соды, чайную ложку. Тогда оно само разбухнет очень быстро. Раз уж я начала про гарнир, я люблю есть макароны. Например, вот есть самый лучший вариант для меня в торопях, если супчик приготовить днем своим домочадцам. Альтернатива домашним макаронам – это для меня вот именно этот вид макарон. Чтобы наш гарнир был не скучным, в него можно добавить разный соус. Да? Например, томатную пасту в мясо я кидаю, и тем самым просто мясо томится и становится интереснее. Да? Далее, самый мой любимый соус – это кисло-сладкий. Я его добавляю и в холодные блюда, и в горячие, и мясо рыбы, свинины, и вообще даже просто с хлебом, как бутерброд могу есть. Хочу вам сказать, что не стоит себе в чем-либо отказывать. Главное есть это в определенных порциях. И надеюсь, вам пригодятся мои советы. Пока мы с тобой беседуем, я скажу, что значит, я смешала яйцо с мукой, добавила творог, немножечко молока. И сейчас давай добавим сюда сыр. Так, сколько мне добавлять? Давай я буду добавлять, ты Давай, мне скажешь. да. И, честно сказать, у меня ни в одном блюде нет каких-то четких рецептур, ингредиентов. Но тебе придется это сделать для наших телезрительниц. Вот. Я все стараюсь делать на глаз, так скажем, Да. по консистенции. Смотрите, мы будем с вами выпекать эти лепешки, вернее, обжаривать на сковородке. Консистенция нам нужна достаточно густая, примерно как на панкейке или на оладьи. Еще, да? Да, вот этого достаточно. Мы положим весь сыр, что у нас есть, и еще немножечко муки. А ты пока можешь это дело все присолить. Так, хорошо. Вот знаешь, соль для меня точно не друг, потому что у меня такая есть проблема, что я могу пересолить. Так что, дорогие операторы, которые будут это все Ну, пробовать. давай по чуть-чуть, медленно. Так. Так она еще не видно, сколько я тут. Еще. Можно начать петь. По такое музыкальное сопровождение. Все? Да. Ну, примерно достаточно. чайная ложка. Да, где-то так. Все на глаз. И все же все-таки зависит от личных предпочтений человека. В такие лепешки еще очень хорошо добавить свежую зелень, например. Но у нас есть сушеная зелень, можем чайную ложечку сюда тоже добавить. Давай вот столечко, Да. да, примерно. Мгм. Приправка, да, Да. получается? Если честно, я тоже не очень люблю добавлять много соли в продукты. Я люблю специи. Но при этом специи стараюсь выбирать именно натуральные. То есть это либо просто сушеная зелень, либо какие-то приправы, но никогда не покупаю, знаете, вот готовые такие. Мне кажется, там нет ничего полезного и натурального. И вообще все специи можно смешивать дома самим. Вот, например, я делаю смесь трав. Я просто покупаю отдельно сушеный базилик, орегано, эстрагон, еще какие-нибудь виды зелени. И смешиваю все это сама. И это отлично добавляет такую отличную пикантность салатам, вот что мы сегодня и сделаем. Собственное производство «Айгуль» запустило линейку новинок полуфабрикатов. Это пельмени, вареники, бурятские бузы, колдуны. Вся продукция изготавливается из натуральных ингредиентов и вручную. Мы ждем вас в магазинах «Айгуль». Всегда рады видеть вас и удивлять широким ассортиментом продукции. Мы смешали все наши ингредиенты. Опять-таки, я не знаю, правильно так делать или нет, но без какой-то определенной последовательности все на глаз. Молоко, творог, 2 яйца, сыр, специи. Ничего не забыла? Молоко. И мука. И мука. И мука. До такой достаточно густой консистенции. Нагрели сковородку. Масло я использую обычно совсем чуть-чуть, вот буквально, чтобы только смазать сковородку. Не обязательно
жарить сильно. Вот, немножечко переборщила, но ничего страшного. И теперь с помощью половника начинаем переливать это на сковородку. С помощью лопатки можно немножечко так разровнять, чтобы лепешечка была такой красивенькой. А где ты берешь вот рецепты в основном? Многие рецепты придумываю как-то сама в ходе готовки. Хочется добавить еще какой-нибудь ингредиент, а так и получается какой-нибудь новый рецепт. Кстати, я недавно поняла, что почти все блюда, которые я готовлю вот для нашей семьи, это все рецепты мамины. То есть как я привыкла кушать с детства, так я и готовлю нам. И поэтому, например, есть какие-то для меня очень привычные рецепты там, борща, супа куриного или там, вторых блюд. И когда я иду к кому-то в гости, например, и вижу какой-то иной способ приготовления, я думаю, а что, так можно было? Так что вот так. Я, кстати, наблюдала за этой студией и в социальных сетях, и с помощью ваших передач, и давно хотела побывать здесь, потому что я знаю, что здесь проводится множество интересных мастер-классов. Я думаю, что мы с ребенком обязательно придем. Мы даже с подругами хотели прийти с детьми и вместе поготовить. Я думаю, это такой, какие-то общие такие занятия, они невероятно сплочают семью, и это еще какой-то интересный способ времяпрепровождения. А какой бы ты совет себе дала, прежде чем вот выходить замуж, вот себе в прошлом? Я думаю, что я бы сделала все так же, как я сделала, потому что у меня нет претензий к своему замужеству. Но я всем своим незамужним подругам и телезрительницам тоже могу сказать одно. Прежде чем... Ну, вообще, я козерог по знаку зодиака и по натуре, еще и экономист. Мне надо все просчитывать, мне надо все прогадывать. Мне нужно... Я не могу как-то вот прыгать в неизвестность, и не люблю этого делать. Мне кажется, что все должно быть таким прагматичным. Собственно, замужество, брак – это такое дело, это на всю жизнь. Поэтому надо обязательно быть уверенным в человеке. И вот еще раз по поводу того, что общество нам диктует, да, многие девушки жалуются, что вот им говорят, пора замуж, там, часики-то тикают, да. Ничего никому не пора, ты никому ничего не должна. Когда ты чувствуешь, что ты готова доверить свою жизнь человеку, когда ты чувствуешь, что этот человек поведет тебя и твою семью, и твоих детей за собой, и это действительно надежный человек, тогда да. Это намного важнее, чем вот эта вот первоначальная страсть, которая вспыхивает между людьми в какое-то первое время. Еще несколько вот таких вот моих заморочек. Понимаешь, когда мы знакомимся друг с другом, мы все рисуемся и пытаемся друг другу понравиться. Вот да, я даже с этим согласна. Да. Но мне кажется, самый главный секрет, да, это просто не строить из себя хозяйку, если ты не хозяйка. Да. Не это нужно действительно так. строить из себя прям какого-то гиперромантика, если Да, ты там, совершенно допустим, не верно. романтик. Вот я, например, не делала вид, просто такая, какая есть. Да. С первой секунды сразу Это сказала, действительно какие так. у меня косяки, что я делаю. Ну, сколько времени ты можешь притворяться? Ну, там пару месяцев, максимум год, да? А потом суп с А потом котом. всё, да. И чтобы не быть сюрпризом для человека, и в том числе, чтобы неприятными открытиями были для тебя какие-то там пунктики твоего супруга, конечно, надо просто быть самим собой и стараться быть просто честными друг перед другом. Еще, мне кажется, очень важно посмотреть, как молодой человек обращается со своими родителями, со своей семьей. Потому что вот это вот общение, оно обязательно будет перенесено на вашу семью в будущем. Как он будет относиться к твоим детям, будет ли он заботлив. Вот. Ну, конечно же, все эти пункты, они не имеют никакой важности, если в семье нет любви. Ну да, вот мне как подруга говорила один раз, она сказала, Рита, первым делом обязательно нужно спросить его, ну, понаблюдать точнее, как вот он общается со своей мамой. Да, совершенно верно. Потом нужно спросить, как он он отзывается о своих бывших, потому что, не дай бог, ты потом в скором времени ей станешь, да, и как о тебе будут говорить. Вот, и третий пункт – это сходить с ним на свидание в какой-нибудь ресторан и посмотреть, как он разговаривает с обслуживающим персоналом. Твоя подруга очень мудра, я тоже обращаю на это внимание, это действительно так. Так, тем временем у нас уже отварилась картошка, мы
мы с тобой заболтались, и я сварила ее достаточно сильно, но можно отварить ее вообще буквально чуть-чуть, чтобы она чуть-чуть смягчилась. Теперь нам надо слить эту воду. Когда картофель немножечко остынет, мы нарежем его на дольки. Один из самых больших и популярных гипермаркетов в Якутске, конечно же, это гипермаркет «Айгуль», где каждая хозяйка сможет найти продукт по душе. Пока мы с тобой разговариваем, у нас тут кипит процесс подготовки наших блюд. Значит, мы уже отварили картофель, слили воду и оставили его немножечко остывать, чтобы... Чтобы он быстрее остыл, нужно вот сюда. Давай вот Давай. в холодную посуду. Не обожгись, осторожно. Вот, лайфхак для хозяюшек. Хотите, чтобы быстрее остыло? Допустим, можно в металлическую посудину окунуть, и, собственно, так будет процесс быстрее. По крайней мере, это написано в интернете. Будем надеяться. Лепешки получаются очень аппетитными. И посмотрите, я больше не добавляла сюда масла. Достаточно было того масла, что мы налили в самом начале. Лепешки получаются очень такими пышными, упругими и аппетитными. И мне очень нравится их аппетитная румяная корочка. И, то есть, допустим, в начинку можно там сметанку, например, Да, взять. конечно. И сколько примерно получается блинчиков, вот, допустим, из тех ингредиентов, что у нас будет? Но тут все зависит от размера блинчиков. Я думаю, что вот на такую небольшую сковородку у нас получится блинчиков 10. Ну так, для завтрака, для перекуса семьи вполне достаточно. Ну, это как овсяно-блин. Да, Как запросто. овсяно-блин. И то есть тут, в принципе, ну, можно было бы добавить, например, в этот рецепт немножечко варенья, да, и Да. получилось бы что-то другое. Например, интересное. вместо сыра можно было бы добавить банан или яблоко, кусочками нарезанное или измельченное в пюре. Кстати, дома мы так довольно-таки часто делаем. Мой ребенок очень любит полакомиться такими лепешками. И да, действительно, кушать с ореховой пастой, с вареньем. Так что вариантов масса. Блинчики жарятся у нас довольно-таки быстро. Буквально по паре минут с каждой стороны. Давай, давай. Если начинает наши лепешки немножечко подгорать, можно добавить еще немножечко масла. Но буквально, чтобы смазать сковородку. Я не люблю, когда пережаренная, когда много такого масла. Буквально чуть-чуть. Давай, может быть, я начну резать салатик. Да, конечно, ты можешь начать резать овощи, как на греческий салат, крупными кубиками. Так, хорошо. Я всегда очень боюсь, когда мне хозяйки, допустим, говорят, нужно нарезать вот каким-то образом, да. Я все время волнуюсь, потому что у каждой хозяйки свои представления по поводу, допустим, тех или иных салатов, как они должны выглядеть. Ну, я люблю резать салаты крупно, потому что, во-первых, мне кажется, это более эстетически выглядит, а во-вторых, так овощи дольше остаются такими более свежими и не закисают. Ну так-то да. Мы с тобой столькими вообще интересностями поделимся сейчас. Как-то раз, когда я еще работала журналистом, я общалась с одним шеф-поваром. Он обучался в Италии у знаменитых итальянских шеф-поваров. И он рассказывал, что главный секрет итальянцев – это готовить только в хорошем настроении. Так что, я думаю, у нас с тобой такой позитивный, хороший разговор, тем не менее, о серьезных вещах. Так что я думаю, что наши блюда будут очень вкусные. Смотри, это достаточно такие... Нормально все? Нормально, да. Можешь даже их просто вот так вот на половинке. На половинке Да. даже резать. Всё, хорошо. Отлично, так. Я проверяю наши лепешки, и здесь так аппетитно тянется сыр расплавленный. Мне кажется, у операторов уже потекли слюнки. Я права? Все верно. Так, что делаем дальше? Вот у нас последний блинчик, да? Еще, я думаю, парочку сделаем, еще 1-2 буквально. И затем я приступлю к картофелю. Буду его нарезать Ну кругляшками. да, он уже у нас немножечко подостыл, так что пользуйтесь этим лайфхаком. Да. В интернете нас не обманули. Смотрите, я нарезаю картофель вот на такие вот кругляшки. И затем выкладываю их на дно нашей формы для запекания. Дно я выкладываю только буквально одним слоем картофеля. И теперь буду выкладывать
фрикадельки. Кстати, вместо фрикаделек можно использовать просто фарш. Это тоже такое блюдо, которое легко можно менять и варьировать под свои предпочтения. Сейчас мы еще посыпем это все с сыром, сделаем такую красивую поливку. Это будет еще и замечательное праздничное блюдо. Я, Так, кстати, сейчас даже я для гостей такое. Ускорюсь немножечко. И можно не переживать, что что-то не приготовится, потому что уже готово. Все практически. Здесь самое интересное то, что фрикадельки мы уже приготовили, уже обжарили, картофель уже готовый. Поэтому духовка у нас будет носить такой уже завершающий характер. Мы буквально отправим наше блюдо в духовку, чтобы растопить сыр. Так, все, у меня сыр я уже натерла. Хорошо, ты можешь теперь взять миску для того, чтобы смешать со сметаной. Так, прям весь. Да, весь. Я в таких делах люблю использовать домашний йогурт. У меня дома есть йогуртница. Я делаю йогурт дома из закваски. Очень вкусно. И забьем яичко. Давай я пока перемешиваю. Ой, красота какая должна получиться. И то есть это мы сверху. Да, это мы сверху. Кстати, я предлагаю добавить немножечко молочка, так, чтобы было более жиденько. Так, Давай, наливаем. прям все. Давай, все, ничего страшного не произойдет. Хорошо. Это все хорошенечко, тщательно перемешиваем. Давай опять-таки добавим еще специй. У тебя прям все почти что с сыром, ты прям любишь его. Ну, так совпало, но вообще-то да, я люблю сыр. Посмотрите, как это. Красота. Мы равномерно заливаем все это нашей смесью. Духовка у нас уже нагретая, она уже ждет, не дождется. И сколько минут? Да, буквально минут 20-30, я думаю, этого будет предостаточно. О том, что же у нас получилось, вы узнаете сразу после небольшого перерывчика. Собственное производство «Айгуль» запустило линейку новинок полуфабрикатов. Это пельмени, вареники, бурятские бузы, колдуны. Вся продукция изготавливается из натуральных ингредиентов и вручную. Мы ждем вас в магазинах «Айгуль». Всегда рады видеть вас и удивлять широким ассортиментом продукции. Сейчас наши фрикадельки с картошкой еще пропитаются молоком со сметаной. Можно, кстати, использовать и сливки на ваше предпочтение, без разницы. Либо майонез, кто любит их Да, но пожирнее, я да не люблю, побольше. когда майонез. Да. Ну, да. Я, например, тоже стараюсь как-то его немножечко ограничить. Вот так, все, смотрите, у нас получилась такая ровненькая запеканочка. И смотри, все тютелька в тютельку, идеально. Да. Ингредиенты. А ты совпали. переживала, что будет маловато для такой посудины? Все как раз. Все, теперь мы можем отправить это в духовку. Давай я тебе открою. Духовка у нас стоит где-то примерно, она нагрелась до 180 градусов. Вот, посмотрите, все. Отправляем ее на примерно минут 20. У нас практически все подходит к концу, и мы готовим салат, точнее режем салат. Да. Вот поэтому Нарезаем овощи. Помидоры мы взяли черри. Мне очень нравится их вкус. они с такой кислинкой, да? Вот Да, это и немножечко при этом сладковатые. Поэтому нарезаем помидоры. Ты пока эти помидоры нарезаешь, я приступлю к перцам. вот. Мгм. Вырезаем Вот цветочек. это такой достаточно популярный салат в ресторанах, Да. в кафе. То есть, в принципе, можно его приготовить и дома. Сейчас мы вам покажем, как это сделать. Конечно. Это наипростейший салат. Огурцы, помидоры можно найти в любом магазине. Это самые доступные овощи. Тот же болгарский перец. Все у нас очень-очень-очень быстро. Да. Кстати, И ты активно. говорила по поводу сохранения овощей и зелени. У нас ведь свой огород. О, ну частный дом. Да, мы выращиваем картофель,
особенное внимание я стала этому уделять, когда у нас появился ребенок. И знаешь, надо было делать всякие эти пюрешки домашние. И, конечно же, хочется, чтобы все было из таких своих натуральных ингредиентов. И замораживать собственные овощи на год — это вот прямо вот просто подспорье. Например, морковку шинкуем просто и замораживаем в пакетах. И потом в процессе готовки остается только достать нужное количество морковки, например, пожарить ее или там потушить для супа, для второго. И у тебя все уже готово. То же самое с зеленью. Так, я вот уже начинаю к сыру приступать. Мне нужно будет половинку, наверное, да, так? Да, и ты можешь нарезать тоже его на крупные кубики. Чем отличается мой салат греческий от традиционного? Тем, что я люблю добавить еще туда всяких семян. Я, например, же вижу. Да, вот, Скажи, например, правильно. сейчас мы добавим нут. Мы его предварительно уже отварили. Дело в том, что нут, как и любые другие представители семейства бобовых, варится достаточно долго. И его нужно замачивать для ускорения процесса. В течение нескольких часов или обычно на ночь я его замачиваю, а потом отвариваю в течение часа с солью. И потом из него можно приготовить огромное количество блюд. Либо добавить просто, либо просто добавлять в салаты, например, либо кушать как самостоятельный гарнир, или же делать из него хумус. Хумус — это такая нутовая паста. Вот такой вот ингредиент потрясающий. Вот, собственно, и все. Ты можешь добавить нут сюда, в салат. Я добавлю немножечко масла оливкового. Прям весь. Ну, по вкусу, как угодно. Затем мы добавим пару столовых ложек кунжута. С кунжутом главное не переборщить, Я люблю, когда много кунжута. потому что он очень калорийный. Да? Он очень Ну, калорийный. знаешь, не калорийнее, чем шоколадки. И жиры там, между прочим, полезные, да? Кстати, ну, тоже очень богат полезными жирами. И вместо... Ну, соль я обычно не добавляю в салаты. Мы с мужем постоянно спорим на эту тему. Я люблю вот специи добавлять. Тот же самый набор зелени мы добавим сюда и перемешиваем. Ну, у нас вот лейтмотивы, это, наверное, скорее всего, такая вот интересная зелень, которую ты принесла. То есть абсолютно разная, несколько видов. Это очень здорово. То есть в каждом блюде у нас есть эта потрясающая приправа. Надеюсь, вам всем придется по вкусу, и телезрителям нашим тоже. Я знаю, что ты йогой занимался, это вот оттуда у тебя, наверное, да, вот это вот такая любовь к каким-то таким интересным видам еды, к какому-то правильному питанию. Ну, можно сказать и так, да. На самом деле по аюрведе специи, разные виды специй, они имеют очень большое значение. И каждый вид специй имеет свое значение какое-то. Например, вот давай про вот те, которые у тебя есть. Например, куркума, она пробуждает энергию человеческую. И если даже посмотреть на то, как питаются азиатские народы, например, вот индусы, да, у них все очень богато специями. И действительно, они ведь такие очень живые, активные, при том, что они практически не едят мясо. И, кстати, со специями можно делать потрясающий масала-чай. Он популярен, кстати, и у монголов тоже, ну, в разных таких немножечко вариациях, да, и у индусов. У меня есть знакомый один из Индии, он научил меня готовить чай масала и вот угощал как-то раз нас с друзьями. Значит, это чай с молоком, горячий обязательно. Туда добавляется очень много разных специй, в частности, куркума. Он потрясающе вкусный, во-первых, но он действительно разжигает какой-то внутренний огонь. Так что, да, специи я люблю. И они, конечно, как минимум, они просто обогащают какие-то вкусовые качества любого блюда. Ну вот я уже практически закончила перемешивать. Да, все. Вот, посмотрите, какой аппетитный салат у нас получился. В общем-то, собственно, и все. Теперь нам остается только достать из духовки нашу запеканку и приступить к самому интересному. К самому интересному, что же это будет, узнаем после того, как мы расскажем об ингредиентах на это блюдо. Прежде
прежде чем что-то готовить, конечно же, необходимо закупиться продуктами, а сделать это можно в гипермаркете Айгуль, где есть огромный выбор товаров. Посмотрите, какая у нас красота получилась. Вот такая. Выглядит аппетитненько. Здорово. Мне нравится зелень, которая придает вот такой какой-то вот очень интересный вид. Она у нас везде присутствует, поэтому это очень-очень здорово. Ну что же, самый интересный момент, это, конечно же, момент, когда мы пробуем то, что у нас получилось. И готовили мы, между прочим, реально. Что бы ни говорили, на самом деле все это происходило, и мы сделали это все за час. Да. Вот, буквально за час. Так что предлагаю. Я думаю, если бы мы меньше болтали, мы бы справились за все 30 минут. Да. Ну ничего страшного, зато столько всего узнали, прям мотивации на год вперед. Ну что, угощаемся? Давай. Так. Предлагаю попробовать. Ну, конечно же, в первую очередь мы берем сыр. Получилось так очень вкусно, мне нравится. Мне тоже очень нравится. Я вот зелень впервые пробую. Вы не думайте, что это обычный греческий салат, который вы пробуете в ресторанах? Попробуй нут. Он действительно необычный. Он прям очень необычный и очень вкусный. Да. Вкусняшка, правда? Ну ты его прям со вчерашнего дня готовила. Я его замочила со вчерашнего дня, и сегодня утром я его отварила. Минут 40. Давай попробуем. Это потрясающий салат. Запеканочку. Так, а теперь на очереди запеканка. Тут так тянется сыр. Горячий, осторожно. Картошечка нежная. А ты все переживала, что переварила. Очень-очень вкусно. Да. Очень нежно получилось. И, возможно, это будет такой лайфхак специально для этого блюда. Немножечко переварите картошечку. А, кстати, это не то, что лайфхак, это рецепт такой. Можно вообще картошку измельчить в виде пюре. И пюре слоями выкладывать. Это тоже будет очень вкусно. Так что блюдо мы не попортили. Оно очень-очень вкусное. И прям это мне зелень. хочется попробовать лепешечку. Так, я тоже возьму. Кстати, салатик можно даже в лепешку заворачивать и кушать. Как это вкусно. Мне тоже понравилось. Я часто готовлю такие лепешки сырные, но творог добавила впервые. Ты меня вдохновила на поиск новых вариантов. Так что буду теперь и дома такое готовить. Очень здорово получилось вот это сочетание и достаточно такой базовый рецепт, который можно по-разному применять. Да. То есть любая хозяйка может добавить туда все, что она любит, все, что ей нравится, все, что нравится ее семье. На этой замечательной вкусной ноте мы с вами прощаемся. Обязательно применяйте все рецепты, которые вы услышали в нашей передаче, потому что это нереально вкусно. Спасибо огромное тебе, Настя, за то, что ты к нам пришла и поделилась с нами. Спасибо тебе, Рита. Я получила огромное удовольствие за этот час, что мы с тобой готовили. Ну и всем телезрителям я желаю приятного аппетита. И нам тоже. Пока-пока! Всем пока! Пока.